Всероссийский форум «Таргим» собрал более 200 участников из 30 регионов страны, включая представителей из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Одна из победителей – Амина Гулиева. Девушка представила проект «Визуальная новелла. Ингушское наследие». Насчет идеи вообще возникла она довольно давно, я ее вынашивала на протяжении 5 лет. Думала, вот как сделать, как набраться, кого найти, каких специалистов подобрать. И в один момент по работе взяла отпуск, 2 недели, села, начала разбирать языки программирования, разобралась более с чем-то, скачала программу и решила, давай попробуем, почему бы нет. Получится, значит, пойду защищать грант. Не получится, значит, доработаю и сделаю что-нибудь еще дальше. В итоге все получилось. Амина создала демо-версию игры, которая стала визитной карточкой на форуме. Визуальная новелла, для тех, кто не знает, это жанр игры, в котором персонаж, то есть человек, который играет, выбирает действие, и от этого действия зависит сюжетная линия. Моя же игра будет направлена на фольклорную составляющую ингушского народа. Совместно с своей командой мы разработаем сценарий, распишем кадровую текстуру, получается художественное оформление и, в принципе, создадим персонажей. Таргим проходил с 11 по 14 июля. Для участников организовали насыщенную образовательную культурную программу, несколько рабочих площадок, круглые столы, лекции, экскурсии и мастер-классы. Каждый день был наполнен новыми открытиями, интересными встречами и важными дискуссиями. Основным организатором форума был молодежный центр, молодежный организатор, представитель, который я являюсь, при поддержке Комитета по делам молодежи, при поддержке многих других организаций. Качество любого форума оценивается по отзывам его участников. В основном мы смотрели на него, брали обратную связь, спрашивали ребят, как вам понравилось. И по нашим критериям это зрелищность, это участие в образовательной программе, это участие в досуговых программах. Ребята ставили 10 баллов из 5. Всем очень понравилось. За 4 дня участники представили самые оригинальные свои проекты и защитили их. Общий объем грантовых средств составил более 5 миллионов рублей. Вообще он был всероссийский, приняли участие более 50 человек. 11 стало победителей, из которых 10 являются наши соотечественники, наши ребята, которые презентовали свои проекты, защитились, и им за счет того, что эксперты высоко оценили их проекты и поставили высокие баллы, их проекты получили поддержку на федеральном уровне. Организаторы рассчитывают, что в следующем году форум станет еще более масштабным, ну а пока готовятся к предстоящим мероприятиям. После него с 10 августа у нас начинается высокогорный туристический лагерь Бейни у подножия Столовой горы. Сразу вслед за ним у нас начинается 28 августа турнир по интеллектуальным играм «Гора Тума», потом «Поколение». Грубо говоря, у нас начиная с июля месяца, в среднем месяце проходит 2-3 крупных мероприятия. Общей сложностью до конца года в рамках этой программы «Регион для молодых» молодежный центр проведет более 40 мероприятий с охватом до 75 тысяч молодежи. То есть работа очень титаническая. Работаем не только мы, но и наши партнеры, которые оказывают нам содействие. Поэтому, как говорится, следите за нашими новостями, следите за вашими новостями. Информация будет. И вся система-то у нас во всех наших мероприятиях может принять участие любой человек. Единственное ограничение – это возраст 18 до 35 лет. Основными целями форума являются образовательный обмен, развитие лидерского потенциала, сетевое взаимодействие, укрепление и развитие межрегиональных связей и сотрудничество среди молодых специалистов. Хава Гагиева, Муслим Марчаков, Магаз 24.